Эта история началась в 92 году, когда мне было 7 лет. Выйдя на детскую площадку, я обнаружила, что дети, с которыми еще вчера я играла, не хотят со мной общаться. Я убежала домой к маме в слезах, спросила, почему они со мной не играют. Она просто сказала, потому что ты русская. Но вчера я же была тоже русской, спросила я. Через несколько дней, придя домой из школы, я обнаружила, что все наши вещи упакованы. И уже этой же ночью мы убежали из моего родного города Тернауза в Кабардино-Балкарии. Я больше никогда не возвращалась в этот город, но всю свою оставшуюся жизнь я посвятила тому, чтобы разобраться, а что же произошло. Я жила, работала, училась в разных городах и странах. Я закончила магистратуру в сфере разрешения конфликтов. Я работала в международной организации, в организации по правам человека. А 5 лет назад я вернулась в Россию. Я увидела, что конфликт в нашем обществе, вообще разобщение в нашем обществе достигло критической точки. Теперь речь шла уже не только об этнических группах. Разногласия в вопросах политики, разница в доходах населения – все это создало социальную напряженность. В нашей стране развиваются крупные города. Маленькие деревни, малые города, они все находятся в очень плохом состоянии, они умирают. Я очень часто сейчас вижу это путешествие по России. Вот, например, вы можете посмотреть, насколько большая разница в плотности населения в разных регионах по нашей стране. Отток населения из малых городов, из деревень, он создает очень большую проблему. В больших городах увеличивается плотность населения, это создает большое количество проблем. Я для себя решила, что я не могу просто смотреть на это. Мне нужно либо что-то с этим делать, либо уезжать. Я решила, что я сделаю первое. Я первое время не могла понять, а что именно делать. Я участвовала в предвыборных кампаниях, я неоднократно была наблюдателем на выборах, но все это ни к чему не приводило на самом деле, ничего не менялось в обществе. Из моих знаний, теоретических знаний в сфере разрешения конфликтов, я понимала, что один из инструментов для сближения людей – это общее дело. Это дело, в которое вовлечены разные группы людей. Возможно, они не особо дружелюбно настроены друг к другу, но они все понимают, что ценность этого важного дела, результат этого дела, он важнее, чем отношение людей друг к другу. И здесь важно, что на этой площадке общего дела создается такая атмосфера, где люди начинают общаться, где люди начинают выслушивать друг друга, и люди начинают понимать друг друга. Здесь очень важный момент. Понимать — это не значит соглашаться, но понимать — это очень важно. Когда я как раз осознала, что общее дело — это поможет решить проблемы в нашем обществе, и взглянула на размеры нашей страны, то я поняла, что моя миссия приобретет туристический формат. Так родился альтуризм. Что я делаю в альтуризме? Я нахожу активных местных в маленьких городах и селах по всей России. Вместе с этими людьми мы выявляем общее дело. То дело, которое действительно окажет позитивный вклад на развитие этого маленького города или деревни. Потом мы вместе с местными организуем путешествие в это место для тех людей, кто хочет принять участие в улучшении какого-то маленького города или деревни, сделать вклад в развитие этого места. Потом мы проводим само путешествие, анализируем результаты, и мы либо опять садимся с местными и выявляем новое общее дело, которое может принести еще больший вклад в развитие местного сообщества, либо мы переходим на следующий этап развития – это поддержка местных в создании малого бизнеса. Зачем их нужна поддержка? Как я уже сказала про отток населения, вместе с людьми, особенно с молодежью, из малых городов и деревень уезжают идеи. Скажите, пожалуйста, кто из вас родом не из Москвы? Поднимите руки. Я очень вас плохо вижу, но мне кажется, это около 80%. Но мы же не хотим, да, мы все здесь яркие, умные люди, стремящиеся к постоянному развитию. Мы здесь, в Москве. Но это совсем не значит, что мы хотим, чтобы наши родные города загнивали, правда ведь? Так сейчас выглядит мой родной город.
Когда я из него уезжала, он был таким маленьким зеленым раем у подножья Эльбруса. Ведь у этого города на самом деле потенциал, как у швейцарских Альп. И я не понимаю, почему такое происходит в России. Общее дело не я придумала. Это международная практика. Такие организации, как ООН, другие международные организации, они очень часто в себе ситуацию, деревня, в которой жители деревни враждовали друг с другом, военные действия закончились, и теперь у международной организации задача установить, удержать устойчивость мира. Они замечают, что в этой деревне был разрушен, например, водопровод. И они предлагают местным жителям: мы выделим вам средства на развитие водопровода, если вы сделаете его вместе. И вот в этот момент создается площадка, на которой местные жители вместе, делая этот водопровод, начинают общаться. Они начинают выслушивать друг друга, они начинают понимать друг друга. Понимать, не соглашаться, именно понимать. Это очень важный момент. Это город Тутаев в Ярославской области. Это был первый город, с которым мы начали работать больше года назад. Тутаев разделен Волгой на две части, на два берега. Между ними нет моста, и две части не особо взаимодействуют друг с другом. Администрация сидит на правой части, там она намного больше, быстрее развивается, а левая часть как бы забыта. Из-за того, что она забыта, с одной стороны, это и плюс, и минус на самом деле. Минус в том, что ее не восстанавливают, не вкладывают дополнительные бюджеты в то, чтобы развивать эту территорию. Но плюсы в том, что красота этого города, она хоть и увядает постепенно, но она не уничтожается специально. Там, например, нет новой застройки. Мы как раз работаем с левым берегом. Лилия, Алексей, главные инициаторы позитивных изменений на левом берегу, они развивают вот этот дом творчества Романова, в котором и живут наши альтуристы. Это наша самая первая поездка в апреле 2015 года. Лилия и Алексей предложили нам вместе с местными жителями расчистить одну из площадей города от мусора. И местные жители, многие сначала пришли больше из любопытства. Они так с недоверием немножко к нам относились, но когда наши альтуристы выдержали, когда их 4 раза в течение этого дня засыпало снежной крупой, то местные жители поняли, что мы серьезно, мы с серьезными намерениями. И это очень сильно подняло их мотивацию. И они начали общаться с альтуристами не о погоде, они начали задавать им самый важный вопрос. А вы правда заплатили за то, чтобы приехать в свое свободное время к нам, чтобы помочь нам облагораживать наш город? Можете себе представить, что у каждого альтуриста нашелся свой ответ на этот вопрос. Возможно, они были совершенно разные, но он был. И эта первая поездка, она очень сильно изменила сознание всех участников процесса, как альтуристов, так и местных жителей. Что касается альтуристов, да, вообще путешествовать по России — это печально. Это, например, Смоленская крепость. Вы все знаете о ней как минимум из учебников истории наших школьных. Здесь терпели поражение огромное количество наших противников в разные века, в разные сражения. Но если вы задумаете туда поехать, то вы поймете, что она в очень плохом состоянии. Так как мы не приехали, не случилось изменения сознания людей. Потому что на субботники приходят только люди, которые уже понимают, как важно делать что-то хорошее вокруг себя, как важно менять мир вокруг себя в лучшую сторону. А все остальные не приходят. А нашими путешествиями мы привлекаем тех местных жителей, которым просто любопытно, а потом они становятся частью нас. Сейчас я вам расскажу еще один пример, где в поисках общего дела мы на самом деле нашли идею создания малого бизнеса. Это случилось в городе Котельничи Кировской области. Я туда приехала полгода назад, когда узнала, что там крупнейшее местонахождение рептилий пермского периода. А совсем недавно там открыли динопарк. Динопарк очень классный, но для этого нужно действовать в масштабах всей страны. Напоследок у меня просьба ко всем тем, кто поднимал руки. Вспомните, пожалуйста, в вашем родном городе, деревне, скорее всего, есть активные люди. Познакомьте меня с ними, и мы вместе свернем горы.